1860 году были изгнаны из своих домов и жители древних ингушских селений Ангушт и Ахки-Юрт. На их месте возникли станицы Тарская и Сунжинская. Часть жителей этих поселений, этих районов переселилась не только вглубь Ингушетии или в горы обратно. Часть жителей этих бывших поселений переселилась в Турцию. Большую часть ингушских мухаджиров составляли именно бывшие жители новых казачьих станиц, оставшиеся без крыши над головой и всяких средств к существованию. Соответственно, именно казачьи станицы получали наибольшую часть плодородных и удобных для обработки земель. И сложилась такая уникальная ситуация, когда станицы Сунжинской линии обладали самыми большими наделами в области, а местное население, особенно в горной зоне, оно обладало наименьшими земельными наделами на Северном Кавказе. Бесконечные территориальные преобразования, насильственные перемещения жителей целых населенных пунктов и карательные экспедиции царской администрации, длившиеся в течение всего XIX века, привели большинство ингушей в состояние крайней нищеты и поставили их буквально на грань выживания. Это привело к тому, что во время гражданской войны в Терской области борьба ингушей со старым правительством была настолько отчаянной, что генерал Деникин писал позже в своих мемуарах: «Ингуши являются виновниками в том, что революция на Кавказе победила. Наименьший по численности и наиболее спаянный и сильной военной организацией народ оказался по существу вершителем судеб Северного Кавказа». Военные действия с армией Деникина происходили на всей территории плоскостной Ингушетии. Однако центром политической борьбы ингушей стал современный пригородный район и город Владикавказ. То есть здесь был и самый первый ингушский съезд весной 1917 года, съезд ингушского народа. Здесь был и исторический съезд в августе 1918 года, когда во Владикавказе начался контрреволюционный мятеж, и большевистские власти в регионе во главе с Орджоникидзе были вынуждены искать спасение на территории Ингушетии. И собравшийся в Базоркине ингушский съезд, он принял решение оказать советской власти вооруженную помощь. Ингушей возглавили политический деятель Висенгири Джабагиев, полковник Муса Саутиев и Исаак Молд Чапанов. Одной из самых укрепленных деникинцами станиц оказалась Сунжинская, Ахки-Юрт. На нее наступали ингуши из Сурхахов, Экажева, Эчелуков и Назрани. Станицу Воронцово-Дашковскую, Товзан-Юрт, освобождали горцы из Галашк. Хутор Тарский, Ангушт отбивали жители Барсуков, Далакова, Кантышева и Базоркина, когда операцию пришлось внезапно остановить. К Мусе Саутиеву прибыл осетинский революционер Черменбаев, и от имени осетин после начала взятия станиц, укрывшихся в Тарском, просил беспрепятственно выпустить их из селения до начала его штурма. На что был получен утвердительный ответ, и Саутиев через парламентеров предупредил полковника Рощупкина, который командовал гарнизоном осажденной станицы, сказав, что в случае, если пострадает население, то после взятия станицы пощады осажденным ждать не стоит. Видимо, это возымело действие, потому что выход огромной колонны, как описывают очевидцы, гражданского населения осетинского, среди которого было много священников, старики, женщины, дети, он был совершен совершенно беспрепятственно. И в знак благодарности некоторые из священников, как вспоминал тот же Муса Саутиев в своих мемуарах, которые хранятся в Российском государственном архиве социально-политической истории, старики, священники осетинские брали землю, ели ее в знак вечной дружбы за это спасение из осажденной, горящей, укрепленной Сунжинской линии.
После вывода осетин из Ингушта взятие станиц Суджинской линии заняло у ингушей считанные часы. Уже на следующий день полковник Рощупкин отдает приказ о сдаче станиц, и осажденные во Владикавказе большевики получают долгожданную поддержку. Владикавказ был освобожден. Именно об этих событиях впоследствии Сергей Орджоникидзе скажет, что в тот момент, когда советская власть висела на волоске, когда от нас, казалось бы, отвернулись все, маленький ингушский народ, как один человек, пошел за советской властью и спас ее на Северном Кавказе. После окончания гражданской войны Владикавказ становится столицей Горской АССР. Казачьим станицам пригородного района возвращают их прежние ингушские названия. Осетинский писатель Хаджимурат Мугуев так писал о возвращении ингушей на свою землю. Декретом советской власти в августе 1920 года исконные ингушские аулы долины Ангушт вновь заселили своими законными хозяевами – ингушами. Органы управления и ингушской, и осетинской автономных областей располагались в Владикавказе. С приходом к власти Сталина и укреплением такой тоталитарной линии в советской национальной политике, в советском государственном устройстве начинается выдавливание, совершенно четкое, целенаправленное выдавливание ингушей из Владикавказа. Первоначально в июне 1933 года Владикавказ становится фактически центром только осетинской автономной области. В январе следующего 1934 года происходит объединение Ингушетии и Чечни в единую Чечено-Ингушскую автономную область. Но, тем не менее, пригородный район сохраняется в составе и Чечено-Ингушской автономной области, и впоследствии, когда эта область была преобразована в Чечено-Ингушскую автономную республику, вплоть до 1944 года. Это единственная сохранившаяся в своем роде фотография. На ней запечатлен юрт селения, основанного Эжи Ахком, Гагиев Мухтар, в своем рабочем кабинете в здании сельсовета Ахки-юрта, практически перед самой депортацией, в 1940 году. Одно из самых страшных преступлений сталинского режима – депортация народов. С 1941 по 1944 год были депортированы в Северный Казахстан турки-месхетинцы, немцы Поволжья, крымские татары, калмыки, балкарцы, чеченцы, карачаевцы с формулировкой «навечно». 23 февраля 1944 года были депортированы ингуши. Территория Чечено-Ингушской ССР делится между соседними республиками. Часть переходит под контроль Грузии. Я говорю об ингушских районах, да? Часть отходит к Северной Осетии. Большая часть территории, конечно, достается Северной Осетии. Меняется топонимия населенных пунктов. Псидакский район Ингушетии был переименован в Аланский район Северо-Осетинской автономной области, Ачалукский район в ее Нартовский район, а Назрановский в район Коста-Хитагоровский. Название пригородного района Ингушетии осталось неизменным. Однако были переименованы все его населенные пункты. Гадабошево становится Куртатом, Яндиево становится Дачным, Базоркино становится Черменом, Цароево становится Дангароном, Ахтиюрт становится Сунжей. После знаменитого 20-го съезда КПСС в феврале 1956 года, на котором Хрущев развенчал культ личности Сталина, депортированные народы начинают возвращаться на родину. Стали возвращаться на Кавказ и ингуши, для которых депортация обернулась демографической катастрофой. 13 лет испытаний тоталитарной системой в качестве спецпереселенцев выдержали не все. Численность ингушей сократилась на 40%. Была восстановлена Чечено-Ингушская АССР. Однако пригородный район Ингушетии, часть ее Псидакского района и территория входа Дарьяльского ущелья – это Ларс, Чми, Балта, Ридант – остаются в составе Осетии.
Власти препятствуют возвращению ингушей в свои дома. Издаются негласные приказы, запрещающие осетинскому населению покидать ингушские села и дома в пригородном районе, продавать им недвижимость. Государственным учреждениям запрещалось принимать ингушей на работу. Вплоть до конца 80-х годов существовало ограничение на прописку. Тем не менее, ингуши вернулись в часть сел пригородного района. Но не во все. По иронии судьбы, Ахтиюрт, селение из которого ведут происхождение многочисленные ингушские древние роды, после восстановления Черно-Ингушской ССР в 1957 году и начала возвращения ингушей на историческую родину, оно становится практически уникальным мононациональным селением, куда доступ ингушам практически закрыт. И если другие населенные пункты пригородного района, такие как Гадаборшево, Яндиево, Базоркино, Ангушт, Шалхи, на 1992 год процент ингушского населения составлял от 90%, допустим, в Яндиево, до 50% Базоркина в некоторых других населенных пунктах, то Сунжа, как она тогда называлась, Ахтиюрт, оставалась закрытым селением. И во время событий 1992 года, как раз не случайно именно, очевидно, Сунжа была выбрана местом такого импровизированного концентрационного лагеря. Потому что те ингуши, которые попадали в заложники на территории пригородного района, как правило, они свозились в Сунжу. Тогда как захваченные в городе, их, как правило, переправляли либо в мединститут, либо в Майрамадак, либо в другие пункты временного содержания. Так что в начале 90-х годов этому селению, которое много значит в истории ингушского народа, было суждено сыграть еще одну такую роль, которую могут улавливать политики. Война в пригородном районе, начавшаяся 29 октября 1992 года и в течение нескольких дней переросшая в этническую чистку ингушского мирного населения, стала последним военным походом на этом многострадальном клочке ингушской земли. Основной пешей силой в этом походе выступили осетинские вооруженные формирования. Национальная гвардия, сотрудники милиции и бандгруппы, сформированные из среды местного населения. Прикрытие тяжелой военной техникой с земли и с воздуха обеспечивалось силами войск МВД, подразделениями ВДВ, дивизии Дон и прочих структурных единиц федеральных войск. В результате было уничтожено 13 из 15 ингушских сел в пригородном районе. Разграблено и сожжено 16 тысяч домов. 64 тысячи человек стали беженцами. По данным Ингушинформ, на конец ноября 1992 года было убито 1500 ингушей, ранено 2640, пропало без вести 17400. 1500 человек побывало в заложниках.